Всего лишь 3 десятилетия назад жители постсоветского пространства считались друг для друга не мигрантами, а братьями. Однако после распада Советского Союза для Москвы, которая являлась центром, все жители других постсоветских стран стали мигрантами. И, к сожалению, из года в год процесс негативного отношения к мигрантам среди населения Российской Федерации стал усугубляться. Нет, не нужны. Не нужны. Ну, а кто будет, вот кто в Москве будет работать у нас? Вот, например, дворником. Кто будет работать? Нет, потому что не нужны. Мигранты. Нет. Ну, в какой-то степени, да. Отчасти. Я считаю, что нет, но потому что я считаю, что надо сначала русским предоставлять работу. Я считаю, что нет. Нужны. Для чего? Работать, чтобы. А куда без них? Дело все в том, что они спасают демографическую ситуацию в России. Лично мне нет. В России тоже не нужны. Не нужны. Тут и так населено столько невозможно. Я коренная, тутошная, родилась и живу всю жизнь здесь. И защищала Москву. Недоброжелательное отношение к мигрантам и депортация их из России наносит моральный, материальный и психологический ущерб не только гражданам Центральной Азии, но и русскоязычному населению этого региона. Галина Георгиева, уроженка Иркутской области Российской Федерации, имеет гражданство Республики Таджикистан. Ее тяжелая жизнь, которая усугубилась после возвращения дочери из России, вынудила этого удивительно доброй души человека обратиться с письмом за помощью и поддержкой в Комитет по телевидению и радиовещанию при правительстве Республики Таджикистан. Я бы хотела обратиться к людям, чтобы мне помогли правительство и УКУМАТ. Ради моих 2 детей, не ради меня хотя бы. Чтобы ее дочка была рядом с ней, училась и проживала как порядочный ребенок с матерью. Хотя ради моих детей я прошу откликнуться и помочь нам. Хотя ради моих внуков и дочки. И я хочу спасибо сказать телевидению, что ко мне хотя бы Шабака и Первый канал откликнулся. Не безразлично ко мне отнеслись, как другие, все взявшие. Хотя бы они приехали и откликнулись на мою беду. Спасибо вам за это. Перед тем, как разобраться в проблемах этой русскоязычной женщины из Таджикистана, напомним, что в нашей стране ни один государственный или частный телевизионный канал, ни одно независимое периодическое издание не публикует и не транслирует материалы, направленные на негативное и провокационное отношение к русскоязычному населению. Они для нас граждане Таджикистана, которых мы искренне уважаем. Однако в российских средствах массовой информации распространяются материалы клеветнического характера и отражающие неуважение к таджикам, имеющих гражданство России. По словам Галины Георгиевой, ее проблемы и трудности начались после возвращения ее дочери из России. В данное время я сейчас снимаю квартиру с дочкой, так как она приехала недавно с России, у нее нет гражданства российского. Не смогла там работать. Она в данное время не имела какие-то деньги, уплатила. А в следующем месяце мы за такую сумму не найдем. Уплатить не знаем идти куда. В данное время у моей дочки нет мужа, она беременная, несовершеннолетний ребенок. У нас нет никаких средств на проживание в дальнейшем. Хотя бы дали нам какое-то проживание, жилья, общежития. Потому что нет у меня средств с детьми платить такую тяжелую сумму. Вы знаете, это очень дорого, 150-200 долларов. Я обращалась неоднократно. Российское посольство, так я являюсь гражданинкой, родилась в России, в Иркутской области. Мне ответили: вы прописаны в Душанбе, вы являетесь гражданином Таджикистана в данное время, пусть ваше правительство вам помогает. Позавчера дочка помогли, дали 1 раз 300 сомон 7 лет назад, и все. И больше сказали: не приходите, вы прописаны в Душанбе, пусть вас правительство ваше помогает. Спустя неделю после обращения Галины Георгиевой за помощью ответственные лица столичного района Фердовси сообщили, что этой пенсионерке они преподнесли в дар новогодние подарки, а также выделили ей материальную помощь в размере 300 сомони. Относительно же вопроса, связанного с земляным участком и жильем, ответственные лица местного органа государственной власти района Фердовси сообщили, что имя Галины Георгиевой имеется в списке лиц, которые должны получить земляные участки, и согласно очередности ей будет выделен земляной участок. По словам ответственных лиц, они постоянно оказывают всестороннюю помощь нуждающимся людям этого района. И если даже, когда нет никаких возможностей,
то эту категорию людей они направляют в дома престарелых, где созданы благоприятные условия для жизнедеятельности. Для продвижения этих слов наша творческая группа направилась в государственное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» города Турсунзаде. Это социальное учреждение расположено в 70 километрах от города Душанбе. По информации ответственных лиц дома-интерната, здесь проживает 230 человек, большинство из которых представители русскоязычного населения Таджикистана. Так, в этом учреждении живут 73 таджика, 87 русских и 70 человек, представляющие другие национальности и народности. Прежде всего, мы поинтересовались условиями проживания и быта престарелых людей и людей с ограниченными возможностями в этом учреждении. Условия для хорошей жизни, комфортные у нас есть. Вот даже у меня, я лежачий инвалид, вот я не могу, допустим, кричать там санитарку, там Маруфат, Магерат. Вот, пожалуйста, у меня звонок, вот звонок, видите, у меня вызов, я вызываю, санитарочка приходит. Санитарочка приходит, что мне необходимо, она мне приносит там, обслуживать меня. Обслуживание у нас первоклассное. Обслуживание молодцы, девочки молодцы, медсестры молодцы. Мы им все благодарны. Вы видите нашу пищу. У нас без мяса, у нас обедов нету. Первое, второе, а на третье компот или чай. Вот. Питание у нас хорошее. На всех сезонах у вас так, да? Кормят? Да, и у нас в какой-то летнее до осеннего какого-то периода у нас полдник есть. Нам полдник дают, да. Кормят нас хорошо. Помимо этого, у нас есть госпитализация, нас возят к врачам, там у кого какие-то причины, там жалобы есть, если необходимость лечения, они нас возят в Ригар. Я сама неоднократно ездила и лечилась. Ответственные лица отмечают, что количество престарелых людей и инвалидов, которые не могут самостоятельно передвигаться, составляет 51 человек, преимущественно представители русскоязычного населения. Работники учреждения пригласили нас ознакомиться с условиями проживания людей с ограниченными возможностями. Надо сказать, что комнаты и кабинеты дома-интерната для престарелых людей благоустроены. Здесь всегда чисто и уютно. Отличительные черты каждого персонала данного учреждения – вежливость, внимательность, доброе, чуткое и заботливое отношение. И такая благотворная атмосфера, созданная здесь, это истинное лицо этого учреждения. Ведь мы приехали для съемок в дом-интернат без предупреждения с тем, чтобы персонал этого социального учреждения заранее не подготовился к нашему визиту. Мы находимся вот сейчас в изоляторе, где лежат тяжелые больные, нуждающие в постороннем уходе. Здесь всего 50 больных прикованы к постели. Их обслуживает 24 сотрудников. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы? Голова перестала болеть или чуть-чуть болит? Лекарства дают. Это Синичкина Галина. Ничего, да? Горло перестал болеть? Да. Лекарства регулярно получают. Сейчас, салам алейкум. Так. Здравствуйте. Здравствуйте. Как видите? Его привезли с раковым заболеванием. Нет, не надо. Не надо. Перевязку делали? Делали. Делали ежедневную привязку. У него Мерсновия есть у него? В другую палату. Хорошо, мы это знаем, мы вас переводим. Пока побудьте здесь. У него раковые заболевания, прикован к постели. Люди нуждаются в постороннем уходе. Мы берем, то есть со всех, когда к нам приведут для постоянного жительства, мы определяем, куда их положить. То есть, если вот как он слепой, не может ходить, одевать, их переводим в это отделение. Если он может себе обслуживать, ходить в столовые, в бане, их переводят там, где вы были, в общее отделение. Это отделение для лиц, нуждающих в постороннем уходе. Это отделение, тот, который в этой стране, это все... Да, рассчитан на 50 человек. Вот для них специально есть место, где с кухни переводят продукты, раздают всем,
а потом сотрудники их кормят. Там тоже есть, да? Отделение переполнено, полное отделение. Вот. Макаренко Олег, у него нога нет и не слышит. Мы для него специально заказали вот этот наушник, слуховой аппарат специально, чтобы он мог слушать. Вот у него коляска. Вот идем сюда. Идем сюда. Мы находимся в очень интересной, Здравствуйте. заслуживающей палата. Вот она врач-педиатр, ей 94 года. Весь жизнь работала врачом-педиатром. В конечном счете оказалась в дом-интернат. Остальные свою жизнь она проводит здесь. Сколько ей лет, говорили? 94 года. У нее есть дети. У нее есть дети? Дети. Да? Дети в Таджикистане так, или? В России. Так, заходите. Дед Борис, как вы? Вот больной, у которого оба нога ампутированы, после перенесения глаукома где-то глаза не видят, Струнгин Борис. Дед Борис, как вы? Нормально. Покушали? Да, все нормально. Все нормально? Да. Все хорошо. Вот такие люди мы госпитализируем в это отделение. То есть нога нет. Да, он слышит. Он слышит. Как ухаживает за вами? Хорошо, нормально, чистенькие, все время аккуратненькие, моют, убирают постели, чистят все у нас. Спасибо. Санитарки, врачи приходят все время, смотрят нас. Вот, ничего, не жалуемся, нормально все. У вас дети есть? У меня дети, они в России давно уже. В России у вас есть дети, да? Да, в России дети есть. А звонят или как? Нет, они связи... Раньше была у меня связь через друга. У меня друг в Душанбе был один. Он в аэропорту работал. Теперь он уехал в Россию, и у нас связь перестала. Они лет 6... Сколько детей у вас? У меня 3, но они уже большие, взрослые. Все в России живут, да? Да, они здесь жили, росли, а потом выучились, десятилетки позаканчивали, и там закончили. Приобрели профессию и уехали в Россию, да? Да, приобрели профессию, знания и в России. Если некоторые жители этого дома-интерната ставали на то, что их долгие годы не навещают родные дети, то, по словам Екатерины, одной из жительниц этого учреждения, она не покинула Таджикистан и по своему собственному желанию выбрала именно этот дом-интернат для престарелых людей. Они все живут в России. Они приезжают. Вот сын в этом году, вот Ахлидин, наш директор Ахлидин Самадович, он видел моего сына, моих детей, всех видел. Они меня зовут, но я не могу оставить Душанбе. Вы знаете, я не могу. Я родилась здесь. Вот я даже говорю, что я воздух, вот этот воздух, я не могу без этого воздуха. Меня в Россию дочка старшая зовет в Ростов-на-Дону, сын зовет в Екатеринбург, дочка в Москву зовет. Я не могу. То есть я не могу свою родину оставить. Я родилась. Все мои предки здесь похоронены, и мои дети рождены здесь, и внуки мои. Ну, так получилось, что вот я определилась в дом-интернат. Вы сами этого хотели, да? Да, потому что, трудно. Ведь вы знаете, что во время войны очень трудно было, понимаете? И поэтому я решила так, что я лучше буду в интернате. Вот здесь я уже живу 8 лет. Сюда я приехала в 2008 году, в начале января, 1-2 января. Вот, я приехала, хорошо встретили, у нас был другой директор, сейчас вот в течение 8 лет я хочу вам сказать, что жизнь у нас здесь. Вот вы видите нашу обстановку, вы видите, как мы живем. Даже вот вы пришли, посмотрели, весь уют. Борис Стрункин, еще один из жителей учреждения, отмечает, что если в свое время хорошие люди не поселили бы его в этом доме-интернате, то он не знал бы, в каком положении он мог бы оказаться. Ведь он лишен обеих ног и к тому же ослеп. По его словам, у него 3 детей, которые давно его бросили и уехали в Россию. Вот если сейчас я им бы нужен был,
Они бы не захотели, они бы нашли, правильно? Да, они же могли, они город-то знают, Душанбе знают, они здесь жили, они знают, куда обратиться. Квартиру продали, да? А это давно было уже, давно. Вот спасибо, что государству, вот что вы за нами смотрите, спасибо вам. Вот. А так вот, конечно, где бы вот я находился? На улице. А на улице что бы я делал? Я ходить не могу, не вижу. Кому я нужен? Глаза не вижу. Вот сейчас за мной вот здесь все смотрят. И санитарки, и медсестры, и врачи. Главный врач учреждения отмечает, что женщины-таджики, которые ведут свою деятельность в доме-интернате, ухаживают и заботятся обо всех престарелых людях учреждения как родные и дочери, почитают их как своих родителей. Эти больные, которые лежат, 50 человек, независимо от нации, и русские, и татары, и узбеки, и таджики, они сами себя обслуживать не могут. Поэтому 24 сотрудника ежедневно, посменно, по 3 смены их обслуживают. Одевают, обувают, кормят, еженедельно отвезут. Здесь есть в самом отделении мини-баня, делают баня. Каждый день 3 раза их кормят, еженедельно постели меняют. То есть все сотрудники работают с лицом, которые сами себя обслуживать не могут. Тот, который у вас проживает, другие нации, у них есть дети? Вообще родственников и детей почти у всех есть. Почти у всех есть родственников и детей. Кто их привез? Их привезли кто-то из ближайших. Мало те, которые беспризорно доставляют к нам. А так с направлением доставляют кто-то. Поэтому есть у них. Они живут здесь. Если даже живут в территории Таджикистана, иной раз поменяют номера телефонов и с концами, после того, как положат, с концами идут, и так и мы не знаем, куда они девались. Может быть, в России. Контактов с ним нет? Вообще практически контактов с ним нет. Постараются, чтобы как только положили, больше с ним не встретиться. Наверняка это мы слышали от много здесь проживающих, что у меня сыновья были, привезли сюда. Если хотели бы контактировать, да. Вот рядом находится Шакирова Галина, доцент кафедры Института искусства. Перенес инсульт, потерял речь, одну сторону парализована. Дочка есть у него, в день, когда привезли, родственники есть. Но я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь ее навещал ректор Института искусства, учителя Института искусства, а близкие родственники никого не было. Из института приехали, навещали его. Даже не знаете, где он, в Таджикистане или в России? Мы не знаем, где находятся их родственники и дети. Вот произнести речь не может. Мы с ним работаем, у него правая рука парализована, она пианист на пианино преподавала, играла. Вот что она говорит, тавете. Я сам специалист-реабилитолог, восстановительной терапии. То есть я занимаюсь, чтобы этой рукой мы могли узнать, что она хочет. Вот в тавете. Что она хочет? Сейчас мы обучаем его буквы, чтобы она могла написать речи. По словам руководства учреждения, те жители дома-интерната, которые уходят из жизни, их хоронят согласно ритуалам и религиозным обрядам. Люди, которые у нас проживают, они старики и инвалиды. Всегда можно ожидать, что какой человек или кто-то от нас проживающий умирает. Вот у нас, если умирают люди по этому же, люди, которые у нас умирают, мы храним их по своей религии. Например, вот русских, им надо гроб сделать. Мы сделаем гробы.
Кладбище этого дома-интерната заполнено железными полумесяцами и крестами. Те люди, которые находятся на заслуженном отдыхе, еще не теряют надежду на встречу с родными детьми, но, к глубокому сожалению, для некоторых из них это становится несбыточной мечтой. Люди должны проявлять любовь, гуманность, милосердие и сострадание, совершать благие дела и стремиться к тому, чтобы не унижать и не оскорблять представителей других национальностей. Возможно, у отдельных россиян, которые проявляют негативное отношение к другим национальностям и народностям, здесь, в Таджикистане, в домах престарелых, живут их родители, и за ними ухаживают, как за своими родными и близкими. Добрые и трудолюбивые таджикистанцы.